Чыңгыз Шамшиев Кыргыз фильм киностудиясынын өркүндөп өскөн убагы, Кыргыз керемети учурунун таланттуу өкүлү, мыкты режиссер Болот Шамшиев менен белгилүү актриса Айтурган Темированын уулу. Учурда ал 35 жашта, бирок жаш экенине карабай президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору. Төмөндө мына ошол каарманыбыздын бейне сүртүндөрү. Чыңгыз Шамшиев 1978 жылы Фрунзе шаарында төрөлгөн. Үй бүлөлүү, бир уулдун атасы. Тээ балалык кезинде сүрөтчү болууну кыялданган Чыңгыз мырзаны убакыт экономика илимдеринин доктору кылды. Когда я родился, моему отцу уже 38 лет было. То есть это уже взрослый, состоявшийся человек был. И в силу своего характера, и в силу своего возраста, и в силу своей занятости. Очень занятый человек, очень много работал всегда. И по ночам работал, и в течение дня работал. У него не было времени постоянно с детьми находиться. Но то небольшое время, которое он проводил со мной, с моей сестрой, он нам очень много давал. Именно в плане знаний, именно в плане воспитания нравственных ценностей. Что такое хорошо, что такое плохо, чего нельзя делать, что можно делать. Я считаю, что он во мне очень многие качества, такие как целеустремленность. Если что-то начинаешь, обязательно до конца доводи. Если что-то не знаешь, помолчи, говори только, когда уверен. Вот, если пообещал, слово дал, в лепешку разбейся, но выполни. Вот такие вот качества он мне привил, как мальчику, которые мне в жизни очень пригодились. Конечно, больше времени мама проводила. Вот мама с детства заставляла стихи учить, по многу. Пушкина, Лермонтова, Евтушенко. Это память развивала. Речь развивала. Я вот понял потом с годами, что это очень важно. Она вот прям посадит и заставляет. Еще в школу не ходил, я уже стихи Евтушенко читал. Гости придут, она заставляла приходить и стихи рассказывать. Я не все слова понимал, но понимал, может, 20%. Балалыктын алтын курагы бул окуучулук кези эмеспи? Каарманыбыздын окуучулук күндөрү Борборубуздагы номер 6 мектепте өткөн. Школа это хорошая, ее, кстати, и отец мой заканчивал, и заканчивала моя старшая двоюродная сестра эту школу. Когда я в эту школу пришел, были учителя, которые когда-то у моего отца преподавали, хотя закончил он в 1957 году школу. Это накладывало определенную ответственность. Вот. Школу закончил я хорошо, у меня только 2 четверки было. Вот. Так что отличником был, но не круглым. В школе я, допустим, всегда отвечал за эти стенгазеты. Для всех классов, если надо было какую-то хорошую стенгазету делать, обязательно завуч меня вызывал или просил классную руководительницу, и мне давали задания, я рисовал. Такая библиотека имени Чыңгыза Айтматова есть, вот Тыныстанова Бакамбаева. Я туда шел со своими ребятами, и мы сидели и рисовали. Большие такие ватманы. Вот за это я был ответственен в школе. Чыңгыз мырзанын ата-энеси чыгармачыл адамдар болгондуктан убактыларынын көпчүлүгү тасма таласында өтчү. Мындан улам аны дайыма эжеси сүйүүтай караучу экен. Родители у меня люди творческие, вот, как я уже говорил, они часто в командировках бывали, уезжали на полгода, на 3 месяца и больше. И вот я много времени со своей сестрой проводил, со своей старшей сестрой Сүйтай. Она вот за мной ухаживала, присматривала. Мы с ней очень близки. Чыгармачыл чөйрөгө көп жакындабаганы менен каарманыбыз кичинесинде кыргыз-казак кинолорунда роль жараткан. Когда только родился, буквально в минутном эпизоде в фильме «Ранние журавли» снялся. Там есть сцена, когда мужчина уходит на фронт, и он подходит к своей жене молодой и с ребенком, целует ребенка, уходит. Это ребенок в кадре, это я. Это первый. Потом вторая роль моя, она уже более... Даже это не эпизодическая роль, это может роль даже 2-го или 3-го плана. Я сыграл сына главного героя Самата в фильме «Волчья яма». Там главный герой есть Самат, которого сыграл Талгат Нигматуллин, такой известный киноактер был в советское время. Вот я его сына сыграл. А мою маму по фильму играла моя родная мать Айтурган Темирова. Вот этого мальчика в фильме Биктур звали. Биктур. Вот. Для меня это, конечно, такие впечатления. До сих пор хорошо помню. Очень хорошо помню. Как съемки проходили, Нигматуллина помню. Вот этих всех актеров.
хорошо запомнил, что вот одна сцена, меня что поразило, там могли 20 раз репетировать и потом еще 20 раз снимать. Следующая роль, где я сыграл, это в фильме «Снайпер». В фильме «Снайпер» это посвященный герою Советского Союза Алии Молдогуловой. Главную роль сыграла моя мама. Вот там нужно было сыграть ее детство. И подбирали разных детей, девочек. Вот, и по разным причинам они не подходили. Вот. Тем более в Беларуси снимали, и там нужно было ребенка с азиатской внешностью. Как бы таких немного было. Тех, что привезли из Казахстана, они не подошли. Это фильм на Казахфильме снимался. Вот. И потом уже, значит, отец говорит, надо, наверное, Чингиза переодеть, там, девочку. Вот. Я долго сопротивлялся, там, обижался на родителей. Вот. Потом попросил единственное, говорю, сережки не одевайте, а на остальное я согласен. Вот. И заставили по полю бежать, а там колючки, камень и так далее. И все это, значит, вонзилось в пятки, в ноги. Из-за этого я заплакал, а это то, что и нужно было по сценарию. Там, ребенок плакать должен был. К убитой матери подбежать и тянуть за руку ее. Ну, вроде бы справился, вроде бы все довольны остались. Вот это третья и последняя роль. После этого я уже в кино никогда не снимался. Улам эс тарткан сайын анын сүрөтчү болом деген тилеги күч ала берет. Окууда үйдө Айтор убактысынын көпчүлүгү мына ошол сүрөт тартуу менен өтчү. С детства рисовал хорошо. Я еще с 2 лет начал рисовать. У меня картинки были, значит, альбомы вел. Вот. Причем рисовал так постоянно, каждый день, подолгу. Со школы бежал домой, чтобы порисовать. Очень рано стал акварелью рисовать, гуашью. Я 8-10 лет уже акварелью, гуашью рисовал. У меня мольберт был, такой известный очень художник русский, Джамбул Джумабеков. Вот с ним я занимался живописью, будучи ребенком еще. Вот, вообще вот среди знакомых отца много художников было, очень много художников. Вот Сюйманхул Чокморов, он у нас постоянно дома был, он другом отца был. Он художник, очень известный. Вот он постоянно обсуждал мои рисунки. У меня спрашивал, а почему именно так нарисовал, а что я понимаю под этим рисунком. Я когда ребенком был, я вынужден был думать, размышлять над этими рисунками и давать свою интерпретацию. Вот, по вопросу света, тени, графики, вот мы с ним говорили. Это, конечно, большая школа была. Такой есть Кошмок Кургонбаев, известный очень художник, постановщик в кинематографии. Он тоже близкий очень друг моего отца. Он подолгу со мной сидел, обсуждал. Вот, что хорошо, вот эти люди, они как бы не пренебрегали тем, что это ребенок. Они интерес проявляли, какое-то уважение к детскому творчеству. И это, конечно, воспитывает в человеке уверенность в ребенке, желание продолжать, мотивацию создает. Когда мне было лет 12, я стал мультипликацией заниматься. Я брал любительскую камеру и с пластилином мультфильмы делал. Такие вначале достаточно простые, потом посложнее. С пластилином научился работать, он же тает постоянно, значит. Свет ставить правильно учился. Ну, у меня отец как специалист, он смотрел, потом критиковал, говорил, вот это исправь. Вот он всегда говорил, что главное это уметь свет ставить. Это вот то, что я запомнил очень хорошо. Правильно свет ставить. Когда, помните, 91-92 год начался приватизация, и всюду частное предпринимательство начало развиваться. И люди стали компании открывать, фирмы. И каждой фирме понадобился логотип. Тогда модно было название придумать, печать, всем нравилось, людям что-то новое. Любой человек мог пойти, зарегистрировать фирму и логотип свой придумать. И логотип стоил тогда от 100 до 200 долларов. Я хорошо помню такие цены. Вот. И многие художники, они вот вручную логотипы рисовали. У них аппаратуры не было или не умели работать. А вот у меня был компьютер, и значит, я на компьютере стал логотипы рисовать. И так получилось, что я помню, 4 логотипа продал. Для 4 фирм сделал. Где-то я 400 долларов в общей сложности заработал. Вот. Впервые я за счет рисования я смог заработать сам деньги. И единственный логотип, который я нарисовал, который до сих пор используется,
Это эмблема Федерации Кукбуру. Видели, наверное, да? Кукбуру? Там всадник, он волка держит над головой. Всюду вот они на колпаках, вот Федерация Кукбуру. Вот этот логотип я нарисовал. Адам баласы кандагыны күтүүсүз нерселерге кабылбайт. Ата-энеси ажырашып кеткенде ал болгону 15 жашта болчу. Ну, думаю, любого ребенка, когда родители разводятся, это тяжело переносится, это испытание. Мне 15 лет было, то есть как бы уже не ребенок совсем был, но подросток. Вот. Ну, это жизнь, такое происходит. Люди сходятся, люди расходятся, нормально. Ну, родители хорошо разошлись, общались, я всегда и с отцом продолжал общаться, остался с матерью, общался с отцом постоянно, продолжаю очень тесно. Вот. Родителей не осуждаю, понимаю. Вот. Ну, и это мне позволило в какой-то степени рано ответственность понять. Если я вот с матерью остался, то что в доме уже за мужчину я остался. Я уже ответственность с нее за дом, за свою мать. Это рано характер воспитал. Каарманыбыз окууну бүткөн соң Улуттук университеттин Кыргыз Европа факультетинин экономика жана башкаруу бөлүмүнө тапшырган. Экинчи курсту аяктагандан кийин 19 жашында Франциянын Гренобль шаарындагы Пьер Мендес Франц атындагы университетке которулуп кеткен. 12,5, да, точнее, ну, округлить 13, а так 12,5 лет я там прожил. Мне было 19 лет, я туда уехал, и все, с тех пор я жил один самостоятельно. И мне что нравилось, там никто не знает не то, что кто такой Шамшиев, кто такая Турган Темирова. Никто не знает вообще, что такое Кыргызстан. Ну, мало людей знает, что такое Кыргызстан. Ну, между нами говоря, честно признаться, если сейчас более-менее знают, а особенно в те годы вообще путали с Курдистаном. Курдистан, Кыргызстан, а где это, уже называют, где, когда говоришь бывший Советский Союз, тогда что-то у них начинало просветляться, проясняться. И поэтому в таких условиях твои успехи, это уже только твои успехи. Ты сам себе доказываешь, чего ты стоишь, можешь ли чего-то ты или нет. А потом, знаете, страны Запада, они такие, что, наверное, все такие страны, а развитые страны особенно. Когда ты являешься представителем какой-то неизвестной, маленькой, бедной страны, то тебе сложнее пробиваться, потому что, ну, есть такое предубеждение, что ты хуже, что ты не такой развитый, что ты, значит, менее способный. А вот если бы это был там, значит, американец, француз или там англичанин, он был бы более развитый, понимаете? То есть надо 2 раза было больше доказывать. Чтобы получить то же самое, что другие, надо было 2 раза больше работать, доказывать, что, несмотря на то, что я там кыргыз, но тем не менее я достоин занимать то же положение, что и другие. Это с самого начала было, чтобы стипендию получить. Я был стипендиатом правительства Франции долгие годы. Но чтобы стипендию получить, статус высокий достаточно, не всем такие стипендии дают, но когда получаешь, очень много условий, привилегий. Вот так вот, чтобы получить, надо было побороться немало. Потом, чтобы получить работу, преподавателем стать в университете, лекции читать, чтобы научным сотрудником стать, тоже надо было побороться. Доказывать постоянно, что ты можешь, в состоянии. И мне это нравилось. Это борьба, ты доказываешь сам себя, держишь в руках, в форме себя поддерживаешь, развиваешься, над своими недостатками борешься. В этом отношении мне Европа очень много дала. Вообще я высоко ценю Европейский Союз, страны Запада. Это, конечно, цивилизация именно там находится. Чет өлкөдө канча жыл жашаса да каарманыбыз Кыргызстан тууралуу көп ойлончу. Ал жакта канчалык жашоо шарты жакшы болгону менен акыры өз мекенине кайтып келүүнү чечкен. Если не будет людей, которые эти реформы будут реализовывать, ежедневно внедрять в жизнь. Так что я колебался и потом решил все-таки приехать в Кыргызстан, потому что я понимал, мне было уже 31 год тогда, что если я не приеду сейчас, я уже никогда не вернусь в Кыргызстан. Возвращаться, когда тебе 40 лет, смысла нет, ты никого не знаешь уже. Я даже когда вернулся, получилось, что у меня уже многие связи были потеряны, что я мало кого знал. Не секрет, что кыргызская молодежь, которая за границу уезжает, 9 из 10 остаются. Надо честно это признаться.
9 из 10 остаются. Когда там находишься, приезжают ребята, ты начинаешь их спрашивать, какие у тебя планы на будущее, что ты будешь делать. 9 из 10 говорят, что они даже не собираются возвращаться. Что-то была их мечта, они наконец вырвались, уехали и не приедут. Те, что колеблются, им родители говорят, не возвращайся, родные или близкие говорят, а сиди там, в Кыргызстане, делать нечего. Это реальность, в которой мы живем. Скрывать это нельзя, это надо признавать. Вот надо просто с этим как-то бороться, потому что если так будет продолжаться, то в Кыргызстане не будет прогресса. Кыргызстан никогда не поднимется в ранг процветающих государств. Кыргызстан канткен дөнөгөт. Албетте бул суроого ар ким ар кандай жооп берет. Чыңгыз мырза бул туурасында өз оюн төмөндөгүчө билдирди. Перво-наперво должно быть спокойствие. Понимаете? Вот я заметил, что если кыргызскую экономику в покое оставить, просто обеспечить отсутствие конфликтов, стычек, кровопролитий, каких-то масштабных там политических выступлений, уже 5-6% роста обеспечено. 5-6% ежегодного роста ВВП автоматически, просто силами вот, частной инициативы людей, вот, предпринимательство, предпринимательская, скажем, инициатива нашего народа, она обеспечивает 5-6% стабильно роста. Это даже без учета кумтора. Без учета кумтора. Просто если вы стабильность обеспечите. Второе – это инфраструктура. Надо серьезно заниматься дорогами, коммуникациями. Конечно, судебная система должна хорошо, правоохранительная судебная система. Это вот второе. Это так называемая законодательная и материальная инфраструктура должна быть. Третье, я считаю, это человеческий ресурс. То есть надо, чтобы была рабочая сила, компетентная, качественная. Это надо вкладывать в образование. Я, как говорил, начальное образование это имеет фундаментальное значение. Школу, потому что вузы уже, вы понимаете, они должны навыкам больше, сколько не знаниям, навыкам, особенно последний курс. Они должны учить применять знания. Ооба, чынында каарманыбыздын ар бир айткан сөзү негиздүү. Кыргыз эли илимдүү жаштардан көптү үмүт этет. Каарманыбыздын ой максаттарына биз да тилектешпиз.